Ассаламу алейкум, дорогие подписчики. Про сифилис я хотела вам это тоже рассказать. Сифилис – это болезнь, которая очень самый, это как чума, это тоже э, болезнь, которая очень опасная. Это сифилис, это тоже это причина, это сифилиса, это половое отношение. Вот СПИД – это отличие от сифилиса, там есть еще фактор риска, одно, что с этой наркоманы, с помощью внутривенной инъекции тоже они как заражают, это при ВИЧ-СПИДе, да. Причина одна, что половой путем. С точки зрения ислама я объяснила видео это, которое про это ВИЧ-СПИД. А вот еще вторая причина тоже ВИЧ-СПИД, это тоже инъекция. При помощи инъекции могут они как это заразиться. Это наркоманы только. Это, извините, что это я там не как это акцент не сделала на это. Второй фактор риска – это СПИД. Вот здесь это вспомнила сказать вам тоже вторая это причина фактора риска заразиться это ВИЧ-СПИДа. Это тоже это внутривенные инъекции, только это наркоманы, как к наркоманам это ездит. Относится к наркоманам. А вот это сифилис, да, сифилис это только половое это отношение, с половым отношением, это как инфицируется это человек. Это в Европу, когда это источник, э, как это заражение, это тоже половое отношение. Впервые в Европе это, во Франции это, как это случился, это 1960 какой-то год, 62-й, 3 вот так. Так случилось, что они это наказание Аллаха тоже это к ним как это вот как он наказался, Аллах это, да, наказание от Аллаха они получили. Это нос, у них это нос как исчез, потом они с этой маской, они как это начали ходить. Нос исчезает, губы исчезает. Вот мужчина идет в туалет, да, когда в туалет идет при этой сифилисе, он как это хочет как это писать, ну, помучить, да, и встает, член не, то член уже упал в туалете. Да, это хуже, чем это СПИД, это сифилис. А сифилис, это про сифилис наш преподаватель, когда мы про сифилис, как в медколледже, когда учили, она сказала, что где грешила, там прицепилась. Грешила, прицепилась, ну, поцеловала, это как это с запрещенным это мужчинам, да, запрещенным женщинам. Губы прицепилась. Вот как это занималась, как это прелюбодеяние, да, и в члене это прицепилась. У женщины тоже большие половые губы как исчезает, это как постепенно исчезает, клиторис исчезает, потом половые, э, как это, орган половой, это женщине остается, это постепенно ничего не остается. А от носа, губы тоже это постепенно как это исчезается. Да, это по причине вот этой сифилиса. А мужчина, ну, как это я сказала, когда идет в туалет и как хочет стать это, одевать свои одежды, член уже нету, упал в туалете. Мужской орган нету, упал в туалете. Поэтому в Коране тоже про вот это сифилис, вот это аят, 32 аят, сура Исра тоже это сообщит, что не приближайтесь к прелюбодеянию. Избегайтесь от причин, которые ведет это вас к прелюбодеянию, потому что это мерзость и скверю как путь. А потом наказание. Вот наказание, что нос, как это постепенно какой-то, не остается от носа ничего, только кроме этого кость. От губы тоже ничего не остается. Потом они в Европе, как же я рассказала, что потом они начали с маской ходить, маской они одевали. Потому что носа нету, губы нету. Что это на лицо остается? Ничего. Это так, как мне это, как же есть у пословица у русской, что береженого Бог бережет, правильно? Как мы тоже говорим, таджик, эхтё не мигает. Эхтиот, как это, у узбеков тоже есть. Эхтиот ярым хаят, по-моему, да, это переводится. Вот, такие пословицы есть. А если мы, Аллах же не нам разум дал, что мы это, как это, берегли себе, правильно? Разум для чего? Если кто-то звонит телефон, ты что дома сидишь бездельничаешь? Давай это, потусим. Тусовка идет. А что потом в результате тусовка? Танцуют, пьют спиртные, радуются, наслаждаются, а потом в итоге получается прелюбодеяние.
а потом забывает, потом как это такие случаи были тоже, они забыли, что где были, с кем были, это чё пили, чё то это там они занимались. Потом это вот это уже диагноз, выясняется, потом помнит: "А, я забыл или забыла, что однако я где-то был или была". Вот, говорит: "О Аллах, почему туда ходила?" Вот разум человека защищает от таких вот это, прибегает от таких это местах, которые ведет к прелюбодеянию. Представьте себе, что сифилис это что будет? Носа нету, губы нету, член мужчины это, как это половой орган мужчины, как это пойдет. И шанкра называется, это язва, это шанкра в медицине называется. Шанкра это появится прямо на головке, это половой это орган мужчины. Прямо на головке начинается. С головки начинается действовать и уничтожает. Сифилис, да, уничтожает и нос, и губы, и член мужчины, и половой орган женщины тоже. Э, Спасибо за внимание. Не забывай ставить лайк, подписаться. Благодарю за внимание еще раз.